Вясна – пора года, так скажем, с характарам, сябры. Вось падкінула нам цеплыні, прыгажосці, столькі радасці было на душы, ды і справы вырашаюцца неяк хутчэй, ды з настроем, калі цёпла на вуліцы. А тут ужо і нечаканы холад, ды дождж, нават снег. Канешне, настрой трошкі сапсаваўся. Але, сябры, я ведаю добры рэцэпт, каб яго падняць, ды і не хмурыцца. Гайда са мною на канцэрт. Добра ведаю, што час правядзём недарэмна. Ну што, сказана, зроблена. Сёння сустрэнемся з групай «Дразды». Ведаеце такую? Яны штодня недзе гастраліруюць, гэтыя хлопцы. А ў мяне якраз так склалася, што трапіла на канцэрт аж у Асіповічах. Цудоўны горад чыгуначнікаў, пра горад як-небудзь пазней, а сёння пра ўдзельнікаў Драздоў, якіх так любяць у нашай Беларусі. Група «Дразды» у апошні час проста мегапапулярная ў нашай краіне. Іх песні ведаюць, слухаюць, спяваюць, танчаць і дзеці, і дарослыя. Чаму? А таму, што яны родныя, свае, на нашай прыгожай беларускай мове, зразумелыя і такія цёплыя. Кіраўнік Віталь Карпанаў – чалавек з добрым, тонкім гумарам, і проста задавальненне слухаць яго жыццёвыя байкі. Вядома ж, ведаюць хлопцаў не толькі ў нашай краіне. Засвяціліся Дразды і ў гасцях у Малахова, у Маскве. І многа, сябры, распавядаць не буду, тым больш, што Дразды самі шмат распавядаюць пра сябе і ў соцсетках, і на канцэртах, а байка ад Віталя Карпанава – гэта проста бальзам на душу. Спяшаемся на канцэрт і спяваем разам. Вітання, сябры! Хлопцы, аншлаг! Что это робится? Люцы вы мои, Костя, сними зал. Пошлем Саше Солодухе, хай ведая, что я не один таки молодец. Конечно, есть. Ну что, сябры, всем привитание, всем добрый вечер, ансамбль Дразды, наконец-таки доехал до Осиповича. Дякую всем, кто нас чакал, кто писал в комментариях, кто весь час с нами. Я сразу скажу, что с початку 2023 года наш ансамбль находится у непрерывном штодневном туре «Хата батьков». Штодня мы ездим по концертам, 10 бывает 1, 10 як сегодня 2, вчера было 2, завтра у нас Островец, послезавтра Браслав, и это каждый день. Тому сегодня мы жадаем усім доброго настрою, доброго концерта, и под ваши аплодисменты мы begin our show. Поехали! Распускается заря в тишине, как водится, и ничего не говоря. Две судьбы расходятся. Раз, два, три, ну улыбнись. Прошу тебя, пока совсем не стало солнце, и ты поймешь, все было не зря. И все вернется, еще вернется, ну улыбнись, прошу тебя, пока совсем не стало солнце, и ты поймешь, все было не зря. И все вернется, еще вернется. Над рекой густой туман, перед мною встретится.
лучший саксофонист Республики Беларусь Константин Тикток Севрида. Над рекой густой туман, пеленою стелится, что все закончилось у нас. В этом все не верится. Прошу тебя, я, пока совсем не стало солнце, и ты поймешь, все было не зря. Ведь все вернется, еще вернется, но улыбнись, прошу тебя, я. Пока совсем не стало солнце, и ты поймешь, все было не зря. Ведь все вернется, еще вернется. Бляха-муха на море, да? Я скажу так, слухайте, ми зараз з хлопцями льотаємо по всій нашій Білорусі. Кожен день концерти. Сьогодні 240-й уже концерт, і ми бачимо щасливі твари наших жихарів, наших добрих, сумленних білорусів, які усіми руками тримаються за наш родний край. Славешне! Солнце небо закрывая, теплый лед, из конечно расцветает над землей. Кровь солнце на пелюстках желтых цов. Мне так больно и счастливо только тут земля спевает больше нигде, что не стежка боровая, то везде. Московского порога так и есть. До святых без стародавних камянин. Поехали! А для счастья мне потребный родный край и родный дом. Богу сердце, солнце в небе и столешник под окном. Край взрывает пыл дорожный теплый дом. Ловит дальше нас чужая. И все, я прямаюсь, я этой милый путь, это боль и счастливо только тут. А сегодня же золотистый мой слонечник над землей. Горы свет, горы теней, глубоко. А мы странники до ночи я в цвете. Солнце греет свет где. Давайте все разом. А для счастья мне потребный родный край и родный дом. Богу сердце, солнце в небе и столешник под окном. Край взрывания был дорожный теплый дом. Ловит дальше нас чужая. И все, я отрываюсь за этой милый кур. Это больно и счастливо только тут.
так приємно, що наконец-таки вось повний зал. Нам это, вось, хочу одразу спитатися. Ці есть? Ну, конечно, мы приехали в Осиповичах, это зрозумело. Хочу спитатися, а есть кто-нибудь у залі з простых людей? Зв'язкових. Зв'язки есть? 6 человек, да. Это нормально, слухай, мы, конечно, вязковые хлопцы, крышечку стекловатые с девчатами, срамливые. Вот так вот и бывает, где мы ездим. Я спытаю так, есть на звездки, як сегодня вы? Усе! Валера, поднимай, ты в звездки. Как вы ведали, у нас звездки у ансамбля я и Сережа, электросоло, бас-гитарист, акустическая аранжировка вокал, фотография, искусственный интеллект, бариста. Да. Ну, конечно, мы уже як 240-й концерт. Я про то і кажу, що ну, треба бути до людей. Не треба, що ти будеш ховати, як ти вже там не мінчанин, уже переїхавши. Який ти мінчанин, слухай. Всі ми зв'язки. Мы с Сергеем, вот как вот вы ведали, мы доили корову. Ну, в смысле, не одну, но двоих. Своя была. Мы давали свиньям, ну что тут скрывать. Мы, вот как бы сказать, мы трогали теплые яйца руками. Девушки, перестаньте, мы зараз не про шоу-бизнес. Мало кто с городских ведает, что с-под курицы яйца одразу теплые. А остальные удельники нашего ансамбля, увага, яны из Могилева. Жарту тым, что хлопцы-то думают, что яны з города. Глядзі на то, что хтосьці у нас з города, хтосьці з вёскі. Мы зараз один ансамбль у Беларусі, які лётае па ўсім нашим вёсачкам, па аграгарадкам, районным цэнтрам, каб данесці тую інфармацыю, што не трэба саромецца свайго. Бо зараз кожны з вас прыгадае, дзе калі мы, можа ў юнацтве, можа зараз і нават, калі ідзе едзем у які большы горад, там ці па справах, ці па вучобе, мы все почему-то возле магазина начинаем лучше разговаривать, конечно. Я у тым ліку, что тут скрывать, что тут казать. Ехавши у той Мінск, слухай, ехавши у 20 год, мне, конечно, хотелось лепей выглядать, быть девчаты, тое сёе молодость, але мяне, слухайте, мяне все ровно познавали, вот признаюсь, яшчэ ў плечы кричали, Віталя, колхозник! Все чаму? Ну, наша, па-першае, вязковая гаячэя, ну, нікуды не дзяецца, як бы ты яго не хаваў, а по-другое, ў рускай мове нема слова ковдря, і шмат іншых таких слов. Ой, з гэтым перажываннем я неяк прыехаў да матулі у вёску, вот так вот вечером после лазничек новости ББТ включил. Слухай, а я не один такий. Лен, пусть не в эту ситуацию. Неважно, як ты размовляешь, откуда ты приехал. Самое головное, я на дойде, это шутка, я на дойде, конечно. Коли кто может не зрозумел, расскажите один одному, але только тихо. Да. Конечно, самое главное, с якой мэтай мы ездим, каб рассказать нашим белорусам, что не трэба саромиться свайго. По вёсачкам, по аграгарадкам мы сустракаемся, мы размаўляем. Мы на самой справе богатая нация, сябры. Мы маем аж 2 державные мовы, и ніводнай з іх мы не повинны саромиться. Под ваши аплодисменты слово Леонида Кравчука, белорусская. Кручаем весны у ранішняй тиши, звенить удаль плыве, як пошум спелой нивы, як зорный перазвон, мелодия души, моей лечили спев, высокий и правдивый. Ты бабулина казка, ты мамулина ласка, ты горючая краска, ты от болю замула. Хлеб на жизнь в грузе, храм, где Богу молюся, ты душа Беларуси, белорусская мова. Успомним, кто мы есть, что мы господари, у єдності людської ангел затятой змове. Давайте говорить, народной на своей, на белорусской мове. Ты бабулина казка, ты мамулина ласка, ты горючая краска, ты от болю замола. Хлеб на чистым обрусе, храм, где Богу молюся, ты душа Беларуси, белорусская мова.
Любов'ю Білорусь ми здоліємо закрить. Радімая земля моего життя снова. Не дай померти нам, не дай нам онеметь. Мы будем жить дотуль, покуль живая мова. Ты бабулина казка, ты матулина ласка, ты гаючая краска, ты от болю забула. Верно жизнь в обрусе, громке Богу молюся. Ты душа Беларуси, белорусская мова. Ты бабулина казка, ты матулина ласка, ты гаючая краска, ты от болю забула. Верно жизнь в обрусе, громке Богу молюся. Ты душа Беларуси, белорусская и... Ніколи не слухались батьков. Мы ніколи не слухались батьков. Як мне мать казала: Виталя, бережи, сынок, здоровья. Бережи здоровья, одевай шапку. Тебе что, 20 год уже? Раз, два, три пивом запиваешь, ничего уже не болит. А коли первый раз дискотеку отпрашивались, помните? Да. Мать каже: коли вернешься, Виталий? Я кажу: у 12. Приходив у час. Другий раз: коли вернешься? Кажу: у час. У 2 приходив. Третій раз нічого не питався. Приходжу у 5 годин раніше, слухай, за клямку у дверях чик. Хата Замкина, помните, да? Мама решила промучить. Я вышел, все позамыкано. Гляжу, у моей комнате форточка отчинена. Ну, я дома собрался, полез, за стравчим гулял. Я дома немка 17 год даже и трималась. А с другого боку мать равнем: на, иди гуляй, где гулял. Ну, я, конечно, наступный раз робил хитрей. Приходил 5 годин раніше, одразу йшов у хлів, даю корову. Вертався до мами з молоком, кажу: мам, спи, я корову подаю, мать. Одразу года, правда. Молодец. Был я ешь сябровки, мой одноклассник. Ну, мы разом гуляли, а хлопцу дренно было. Мать и Дазик колёшка ставила. Знакомитый Дазик, який не раз выручал, да? Ну, я к тому, что, конечно, нас батьки любили розними. И тому зараз будет песня для вас, дороженькие наши матули. На слово Леонида Прончака, песня «Мама». Под диваны бесшутно слала на траве, только обязанні вырая глядели, и застался только в образ в голове. А зима зяброха дыхала морозом, и почуйте зникли быцом не было, и летели снегом лютые погрозы, хоть и хвалявала, а только все прошло. Запал когда не бачив стыть, руки я тримав, ніби аньол не лягав. За півгодини до весни я в команді бачу сни, і марить кожний чоловік зустріть любовий кавналет. Морози минули, змовкли все за день, і тепло крануло сонце тропяки, обудило серце гушканье орелів, раптом порадунком стала ты моим. Вот твоя усмешка у хмурый день согрела, я хотел мгновением гэтым вечно жить. И весна раптовно думки зразумела и сказала тихо: быть коханью быть. Запал годины до весны, я об коханні бачу сни, тебе за руки я тримав, і ви аньол уж не лякав. Запал годины до весны, ми об коханні бачу сни, і марить кожний чоловік зустріть любовий кавналет. За полгодини до весни я в коханні бачу сни.
сны, тебе за руки я трымал, нібы анёл сне лятал. За паўгадзіны да вясны, как ранний бачыў сны, і марыць кожны чалавек, сустрэць любоў за паўгадзіны да вясны, как ранний бачыў сны, тебе за руки я трымал, нібы анёл сне лятал. За паўгадзіны да вясны, как ранний бачыў сны, і марыць кожны чалавек, сустрэць любоў і как навек. Давайте так. У нас, конечно, все истории наши, яны побудованы на реальных подеях. И наступная, да? Это правильно я рассказываю, да? И наступная песня будет менавіта такая. Ведаете, у нас у вёсцы жила баба Геня, бабулька старенькая. На кожны год высявала нейкае збожжа. Там ячмень, які ці пшанічку, ці авёс. І вось на мой 5гадовы ўзрост баба Геня подняла неяк у нас у вёсцы, ну ляман, скандал, шумиху. А что здарылася? Нехта, ведаеце, пералез дае праз плот у гарод і памялі збожжа прычым ляжаўшы. Ну, я думал, что там беда у бабки, а мама, когда я уже подрос уже был, мама мне рассказала, что там за история была. Наша суседка с бровкой пошли у ягоды лесом, у ягоды у летку, а я мужик, крышечку подпивши с другой женщиной, перелезли до бабы Гени, я дома и куцались, а там помяли гэтае збожжа. Я думал, там беда у бабки. А тут разобравшись, слухай, тут трагедия у сям'і. И доведавшись гэту историю, я склал наступные радки. А я вясковый, лавелас, любовник, провяду тебе праз бульбовник. И хай ведаюць усе про каханне наша у аусе. Бойна бульбачка, выкинул метелку овес. Новая пригожая курочка мою всколыхнула лёс. А я вязковый ловила любовник, проведу тебе праз бульбовник. И хай ведаюць усе, про каханне наша у аусе. А я вязковый ловила любовник, проведу тебе праз бульбовник. И хай ведаюць усе, про каханне наша у аусе. Палкае огонь у очах, вось ужо колькі дзён. Придет пригожая бабурака, любите дожидае лёд. А я вязковый ловелас любовник, проведу тебе праз бульбовник. И хай ведаюць усе, про каханне наша у аусе. А я вязковый ловелас любовник, проведу тебе праз бульбовник. И хай ведаюць усе, про каханне наша у аусе. Ваши аплодисменты, соло на гитары. Лепший гитарист у Беларуси и у свете. Красавчик Роман Горбацкий. Девочки, увага! Роман не женатый. И возраст его не пужает. А я вяз проведу тебе праз коровник. И хай ведаюць усе, про каханне наша у аусе. А я вязковый ловелас любовник, проведу тебе праз бульбовник. И хай ведаюць усе, про каханне наша у аусе. И хай ведаюць усе, про каханне наша у аусе. Ваши аплодисменты, соло на гитаре, той самый Роман Горбацкий, сын Сергея Горбацкого, внук Петра Горбацкого. Роман Сергеевич Горбацкий, внук Петра. Мая до сих пор еще 2 метра.
хлопцами, ну, разумели, что мало купить новые портки и кашули, мало купить добрые речи, там, написать добрые песни, спевать разом з ними. Людям треба давати шоу на сьогоднішній день, такий сучасний час. Людям потрібно шоу. Ви всі ведаете шоу Леди Гаги, Джулия про шоу Ольги Бузовой, знаменитое, блестящее, гладкое шоу Саши Солодухи. И, конечно, мы разумели, что нам треба так само чимось вас здивлять. И мы знайшли номер телефона Аллы Борисовны Духовой, шоу «Балет Тодос», вы чули все. Я набрав сьогодні вечора смелости, набираю, кажу: Алла Борисовна, добрый вечер, это Виталий Карпанов, ансамбль «Дрозды», Беларусь, Минск. Праз паузу вона каже: хто? Я кажу, повторила ще раз. Ну, ми почали з її говорку, кажу, нам треба номер такий танцевальний, який-нибудь яркий, такий, щоб вистівити усіх. Я кажу, добре, хай ваш чоловік приїжджає в Москву, це буде коштувати 500 євро, ми відправили Андрея, і 500 євро, мой хлопець. Я думаю, я не розстроївся, знаєш. Думаю, чи може не доїхав хлопець, бо приїхав нових портків з телефоном. Може, ціни такі в Москві, знаєш, на усе 500, Алла Борисовна поставила. Але я скажу так, слухай, конечно, на сьогоднішній день ми з хлопцями сыграли 240 концертів уже, ще 5-6 концертів, і гэты гроші ми отоб'ємо, і вже пойдемо в плюс. Але що я все про шоу-бізнес? Расскажу про вёску. Ведаете, у нас у вёсцы наша хата стояла спочатку, а Дом культуры клуб. И он был в конце улицы, и я семиклассником, вядомо, организм растущий, только начали пробиваться в усы. Вот этой с хлопчиком у юнака уже начал перетвораться, это переходный так называемый возраст. И меня еще не пускали тут танцевать. Але как бы я вам сказать, ну, батька сховав, щоб у ту польську відеокасету, яку я однажды знайшов, а організм, ну, петлі, требует, интересуется. Я ходил тиковать у клуб, як там танцуют, целуются, трутся один коли одного. Но вядомо, такий час, такий взрослый. І, значить, коли я йшов туди потиковать, завсёды посеред вулиці, коли колонки, збиралася була ж сталая молодежь. Думаю, що я там робить? А уже коли сам стал 11-классником, и мы с сябрами перед дискотекой збиралися коли ганы колонки, помните? Полторашка и вода. Все. Максимум 2 копейки в урок яблок, это уже по-дорогому считалось. Прикусон такий, да? Я, значит, а у нас билеты продавала Иосифовна в клуб. Ой, баба молодец была. У нее некая бизнес-жилка была. За 2 годины до початку дискотеки я на ГН полторашки продавала. У я все танцевали, слухай. Ой. А я однажды Иосифовну обманул. Значит, полторашку купил, за билет заплатил, а не танцевал. Ну ж такое дело. А помните, до нас у вёску приезжали ну, наши одногодки, яких мы весь год чакали, и яны приезжали, их батьки отправляли до бабуль с дядулями, яны приезжали, и мы все лето с ними веселились, танцевали, костры, вечеринки, первые поцелунки и так далее. И что цікаво было, что в конце лета яны уже отъезжали в свой город на учебу, и, увага, размовляли, як мы. О, нашему белорусу только подкинь, ГЧ, понеслась. Я к тому, что у нас у вёску до нас приезжала девчина с Молодечна. Нам было 14 годов, Ирка звали. Ой, Ялька девка была, слухай, пригожу мне, мое первое каханье. Мы с ней вот так ходили за ручку по вёске, вот так. По улице ходили, называлось, встречаемся. Это вот так мы ходили, слухай, встречались. А помните, когда бабки, пенсионерки, просферанки в окна глядят, проститутка. Но главное, одну и ту информацию выдают про 50 год. Сначала сами, значит, ходят, да? А вот проститутка, и мне мать казала: Виталя, ой, переживаю за тебя, гляжу на ее же скурка горит. Слухайте, я только в 20 год понял, что это за скурка, да? Ну и где она горит? Итог, это дякуючи Пугачевой, да? Это я шучу, конечно, я уже придумал. Але я про то, что и Ирка моя у 14 годов на первое каханье отъезжала в конце лета уже в город свой, у Молодечна, и я дома ж на учебу. А первое ж каханье, оно самое моцное. Сердце юнака тремтить, хочется это вот сувість нейкую держать. А як сувість? А ты ж не было тих вайберу, шмайберу, телеграмму виних. На пошту треба було йти письмо писать? Не варіант. У мене мать там працювала, я на усё читала. И мое, и людское. Ось это крутило, что телефон, треба было звонить. Я так само комплексовал. А буду звонить, а вдруг батьки подумают, что дочка с неким колхозником встречается. Я репетировал. Добрый вечер. Добрый вечер. Подойдите, пожалуйста, Ирину к телефону. Ну, пришел час, я набираю. Как раз батька поднимаю, а я. Добрый вечер. Подойдите, пожалуйста, Ирину к телефону.
А он мне: сейчас посмотрю. Слухайте, я понял, повсюль наші люди. Де б я не розказував эту історію, вона так відгукається у кожного з нас, бо ми прожили однокове юнацтво. Це все було у кожного. Ми зараз уже у сталому зрості, молодіж 45+, як я кажу, вертаємося до тих почуттів, і нам на душі робиться легко, добре і просторно. І коли казати про зворот, у нас є пісня з припівом «Вёска, вёска, вёска, у полі жита ніби...» Прическа, ось що робить 20 рублей, коли чоловіку дав перший концерт. Место у світі пригожи, країну ми бачили шмат, а серце вертанням тривожить, квітнеє, де яблоня у зад. Там птушки у небі співають, стоїть сінокос для раки, і нас там завсюди чекають, у вёсці чекають батьки. Вёска, 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 у полі жита ніби прическа, пливуть комбайни, подхвалям быстро кораблі. Вёска, 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 у небі зорочки сяють, як блески, і ми вертаємося у вёску, де ми не были. Наші марення зовуть нас у висі, ми кльемся кудись увесь час, а нас любять, як і калісті, і моляться тихо за нас. Ми блукаємо по життєвим дорогам, але потім вертаємося додому, де росли і виховувались з Богом, де нас розуміють без слов. Вёска, 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 у полі жита ніби прическа, пливуть комбайни, подхвалям быстро корабли. Вёска, 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 у небі зорочки сяють, як блески, і ми вертаємося у вёску, де ми не были. У дитинстві нам здається, що з нами завсёды будуть помочь і матуля, і тата, і що завсёды нас чекає эта теплая, утульная хата. Але ми, як ті птушки, летим у вирок і блукаємо десь аж до самої весни. І вже не зауважаємо, як у вёску до нас вертаються наші сини. А теперь все разом вёска. Раз, два, три и... Вёска, 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 у полі жита ніби прическа, пливуть комбайни, подхвалям быстро кораблі. Вёска, 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 у небі зорочки сяють, як краски, і ми вертаємося у вёску, де ми не были. И мы вертаемся в вёску, где мы не были. И мы вертаемся в вёску, где мы... А Зинович, эй, эй! Мы
летом хочам сыграць, а таксама прэзентаваць гэты альбом у замках нашай рэспублікі. Першы канцэрт будзе 1 июня у Лідскім замку, потым у Нясвіжы ў іюлі, і ў жніўні будзе Мінскі замок, вялікая прэзентацыя альбома «Маё дзяцінства». І я хочу сказаць, што у нас праходзіць зараз такая акцыя, што усе, хто прысутнічае на наших канцэртах, сёння таксама і вы, атрымлівае 50% скидку на билеты у Мінскім замку. Я вас віншую, вы попали под эту акцию, и вам уже придется платить не 500 рублей за билет, а усяго 250. Это на перерыв. По 50 рублей нормальная, мне кажется, акция. И, конечно, сябры, все наши песни на ўспамінах. И вот я узгадываю, когда играть про першае каханне, 14 годов, мы не дарма мать переживала за нас, чтобы приезжали гэта дзяўчаты, и они были больше такие продвинутые во всех сенсах, конечно. Мы вясковые хлопцы там с коровами, где там, что мы ведаем, где там, что, я кажется, находится. А бывает не так, что мне кто-то сказал, гэтай Ирцы, у меня был такое першае каханне, гляжу, а она уже на мотоциклу с Валерком у бок леса поперла, вот там и першае каханне, гляди. Я к тому, что и так все лето, я то с Валерком, то с Петей, то знову до меня дулится в конце лета. А зараз мы гастролируем по всей краине, и был концерт у нас у Молодежной, не так давно, во-во, слухай. Там такой зал, шикованный, палац, 980 месцаў. Я рассказываю гэтай свои истории, спеваю песни, рассказываю истории. Приглядевся в перший зал, нейкая жанчынка знакомая. Здимаю меня на телефон, приглядевся. Ирка моя, ой-ой, и она глядит на меня вачима лыпая, и потом еще нашла меня в инстаграме, пишет: Виталя, нам надо встретиться, давай закроем гештальт. Бо мы бываем у розных кутках нашей краины, и у великих городах, и у маленьких, и у колгасах, и у господарках. Мы бачим, якая пригожая наша Беларусь. Бывает, едешь вот так по дороге, по доглеженным нашим белорусским дорогам, и в листопаде мы сутыкались с таким чудом, поли прибранные у всех. И вот такие скирды цукровых бураков, быцем пирамиды лежать. И у меня вот это вязковое, оно застается. Мне хотелось сказать нашему водителю: Юра, подъедь ближей. Мне хотелось подъехать до этих цукровых бураков, открыть багажник и по привычке накидать полный багажник. Конечно, у нас была великая господарка, все же на господарце была конь, 2 коровы, кабаны, кныр, утки, индаутки, питаутки, вся эта утиная история. Мать свиноматку тримала, конечно, бывая, забягу у хлева, там я котянята, гляжу на их угрузить, у мяшок по паркам разбивала, и мне 5 годин раницы, мы: Виталий, на базар поедем поросят продавать. Чего 5 годин раницы, слухай, мама. И вот, знаешь, у притемках, все ходят по базару и глядят: а то тебе добрые поросята, господыни. Поросят у темноте выбирали, слухай. А что ты дорожишься? Что ты там убачишь? Ну, я еще казала, привез, ой, дикий господар, певно, урок пошкодовал. Ну, а як они разбираются, я не ведаю. Я про то, что у нас дед был такой справный, молодец. Кто помогал, конечно, эту господарку все выдавать? Кто помогал? Конечно, всегда помогал вечерний колхоз. У притемка дед был мастак, але однойче попал у просак, гэны мастак. Слухай, рассказал мне такую историю. Каже, пошел я за гэтыми бураками цукровыми, доски наладковал целую каламашку, дядя, каже, счастливый. А тут насустрач ему этот Нива старшини колгаса едет. О, дед понял, слухай, лажа, Микитю развернулся, а старшиня колгас с ним поравнался, открывая форточку, а мой дед импровизатор и каже: ну что, Петрович, ось бачиш, усе з колгаса, а я в колгас. Можете, калі што і было, знаешь, там, по-суседски, трэба прабачыць адзін аднаму, жыць, радавацца, з усмешкай прачынацца, бо жыццё імгненна, час летуценны. Я быў вот такі малы хлапец, 1,5 гады, мне маці рассказала. Я, кажа, падышоў да бабулькі да нашай, ёй было 85 год, крэпкая бабка была, баба Удоця, царство ёй небеснае, ну, і, кажа, вот так вот, 1,5 гады, я, кажа, бабка мне кажа: ой, внучак, як мы с тобой подобные. У тебе один зуб. И у меня один зуб. Мое дзяцінства, под ваши аплодисменты. Сегодня будет добро, еду я до мати, где я прожил дзяцінство, у родимой хате, где я бегал босы, у поле с позаранку, где ховался в жните назирал маланку. Ведь не виноваты, что ранее не здолел вырваться до хаты, где чакала поле, где чакала речь.
чакала речка, где верба чакала. О, мое детство, где всего хапала. Стою каля поля, где бегал с позаранку, стою каля жита, где назирал маланку. Слезы в очи тиснут, да и променьше греться. Солнечный ласкавый, в грудях трапеча сердца. Ведь не виноваты, что ранее не стоит вырваться до хаты, где чакала поле, где чакала речка, где верба чакала. О, мое детство, где вся плохо пала. Ведь не виноваты, что ранее не стоит вырваться до хаты, где чакала поле, где чакала речка, где верба чакала. О, мое детство, где вся плохо пала. А Зимовичи, дайте шума! Эка! Раз, два, три, четыре! Я не виноват, что ранее не сдоль вырваться до хаты, где чакала поле, где чакала речка, где верба чакала. О, мое детство, где скакоха пала. А теперь все разом! Я не виноват, что ранее не стоит вырваться до хаты, где чакала поле, где чакала речка, где верба чакала. О, мое детство, где скакоха пала. Ведь не виноват, что ранее не стоит вырваться до хаты, где чакала поле, где чакала речка, где верба чакала. О, мое детство, где скакоха пала. Ручки! Все! Молодцы! Обдымается все, тут поднимается вверх квадрокоптер, и велизарными литерами написано «Осипович». Хай ведае вся краина, где живут самые працавитые, веселые люди. И мы все разом спеваем. Раз, два, три, четыре, пять. Зорки падают. Опять, все верно, с рифмой у вас отлично, все молодцы. Раха в темном лесе, прозрыста студеная, верба над рекой до воды нахиленная. Туман по стежке сдается куделяю, слезинка росой, усмешка надеяю, что ссоры не все на землю осыпаются, что злобы моей плывет отвлекаются, что зло будет ночь не такая короткая, что жизнь неверно мне белой водкою. Раз, два, три, четыре, пять, зорки падают, летят, напали на все нажать, а на узкой буду я их стою, когда мне подаровать. Раз, два, три, четыре, пять, а зорки. Жареная ночь растает желтой волною, утром я злой журбой небо молною. Туман по стежке сдается куделяю, слезинки росой, усмешка надеяю, что зорки все на землю осыпаются, что злобы моей землей отвлекаются, что зло
Зорки падают, летят, напалит на все ножа, а на узгорке буду я ей забирать, как тебе под барабан, раз, два, три, четыре, пять, а горы зорки. Дайте шуму Осиповичу! Jeszcze громче! Рака в темном лесе протрыста студеная, верба на треху для воды да зеленая. Туман понад тяжкой вдается, куделью, куделью. Слезинки настолько усмешка надеяю. А теперь вы. Раз, два, три, шаг. Зорки. Дайте шуму! Шоу починается! Галюнька, молодцы! Jeszcze громче! Осиповичи! Ми дякуємо загадчим Дому культури, який з ладдю організував це. Ми дякуємо керівництву города за те, що ви сьогодні щасливі люди з працею всі прийшли в наш концерт і співаєте з нами разом наші пісні. Звісно, ми дякуємо державі за можливість виступати сьогодні у будь-якому містечку нашої країни. Ми дякуємо Міністерству культури, яке сьогодні популяризує наш ансамбль, яке менавіто Міністерство культури на чолі з міністром і Маркевичем нас відправило у такий далекий тур по всіх наших городках, агрогородках, районних центрах. І ми як донесли нашим людям про те, що не треба соромитися свого, треба шанувати свої дві державні мови, культуру, традиції. І, звісно, ми дякуємо небесам за те, що амаль за 20-годову історію нашого ансамбля нам довелось таки створити такий твор, який трапив у серці кожного білоруса. Песня, от якой мураши бягуть по скуры и слезы у очах. И сегодня эта песня об'єдновує усіх нас, білорусів, в одну моцную, мирную, дружную націю. І кожен білорус відчуває, як його серце б'ється, тому що ведає, що хата батьков не продається, як родима не продається. Співаємо разом! Цудоўны канцэрт, цудоўны настрой і вельмі добрыя ўраджанні. Концерт суперский. Дай Бог им счастья, здоровья и побольше успехов, и собирать побольше аудитории, и почаще в Осиповичи приезжать. Тут їх завжди будуть чекати, правда? Да. Мы в восторге шли, как бы группу особо не знали, но получили кучу эмоций положительных. Просто вау. Можно сказать так, посмотрели на свою Беларусь другими глазами, Да. правда? Что Вот ощущение такое, что мы ее не что знали. молодые парни настолько могли зажечь эту аудиторию, зал. Ну, просто молодцы. Вы откуда все? Из Осипович? Да. Большое спасибо вам, я тоже получила просто наслаждение, подарок. Я ж развітваюся, сябры, з вами, але наперадзе ў нас шмат вандровак і сустрэч. Падпісвайцеся на канал, дзеліцесь відэа з сябрамі і будзем вандраваць разам. З любоўю да вас, Марыя Самалевіч.
кожнага агеньчик ёсць у сэрцы і ў ачах. Праз цемруі і туманы скрозь, што асвятляе шлях. У кожнага мястэчка ёсць, куды душа імкнецца. І чтоб у жыцці не адбылось, яно не прадаецца. Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца. Куды вяртаюсь я зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца. Куды вяртаюсь я зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Двум берагам адной ракі ніколі не сустрэцца, але без іх зале лугі ракі не застанецца. Так і паміж братоўкамі маланка пранесецца. Суцешыць іх хата бацькоў, яна не прадаецца. Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца. Куды вяртаюсь я зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца. Куды вяртаюсь я зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Беларусы! Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца. Куды вяртаюсь я зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца. Куды вяртаюсь я зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Не прадаецца хата бацькоў, куток бацькоўскі не прадаецца. Куды вяртаюсь я зноў і зноў, дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Дзе адчуваю, як сэрца б'ецца. Дзе адчуваю я. Сябры, наши песни для вас, наши песни про вас. Дякую за любовь, дякую за натхнение. Белорусы, толькі разом! Осиповичи не продається.